накрыл Татарстан. Ко всему нужно относиться положительно, несмотря на то, что большие лужи, затруднено движение. В Казани затопило участки улиц, отключились светофоры, заливает паркинги. Было целое море воды, машины разворачивались и по встречке ехали обратно. Что ждать от погоды дальше? Репортаж Виктории Делис. Федеральный сабантуй за 5000 километров от своей исторической родины. Сегодня в Якутске звучат татарские песни, проходят национальные состязания и выбирают абсолютного батыра-покреш. Есть такой красивый праздник Сабантуй, который мы проводим тысячелетиями, наверное, после завершения весенних полевых работ. Самые яркие и вкусные моменты федерального сабантуя в репортаже Алии Хайрудиновой. В Казани мастер-класс от всемирно известного шляпного кутюрье. Первая шляпка, то, с чего все началось. Анна Михайлова – дизайнер, чьи шляпки украшали сцены Большого театра и Кремлевского дворца. Шляпы – это такой атрибут, который делает женщину, девушку, настоящей леди. Как прошла встреча, расскажем в выпуске. Об этом и не только в ближайшие полчаса. Здравствуйте. В эфире новости Татарстана в субботу. В студии Елена Зинатуллина. Татарстан сегодня накрыл мощный ливень. Дождь сопровождался сильным ветром и оставил без крыши несколько домов в Пестричинском районе. Штормовое предупреждение синоптики распространили еще накануне. Оно действует до вечера. Чего ждать от погоды дальше? Репортаж Виктории Делис. Сегодня Казань с самого утра начала переживать резкую смену погоды. На город в начале дня обрушилась гроза и молния. Очевидцы публиковали раскаты грома в соцсетях. До полудня не прекращал лить дождь. Ливневки оказались перегружены, мусор забил стоки. Это и стало причиной потопов по всему городу. Мы как будто с вами плывем вдоль реки, и река вышла из своих берегов. На улице Азинская образовалось скопление воды. Это затруднило движение по дорогам и создало большие неудобства для водителей и пешеходов. Пройти, не намочив ноги, казанцам точно не удалось. Неравнодушные горожане даже взялись за лопаты и стали очищать стоки от грязи. Находить и убирать приходилось и отпавшие госномера машин. Так как там было целое море воды, машины разворачивались и по встречке ехали обратно. Проблемы были ближе к мосту, когда вот здесь вот участки ремонтируются. Очень большое сужение идет, и из-за этого часть дорог затоплена, опять же, которые вот под ремонт выделены. То есть вот эти участки, в них вода, по ним ехать сложно. Там, где остановка 9 микрорайон, то есть здесь лужа она такая очень небольшая, по бампер можно проехать, а там только одна полоса для проезда свободная, там прям глубоко, вот там не стоит ехать, там проблема. Уже много лет при каждом сильном паводке улицы столицы приобретают черты Венеции. Сильный ливень подтопил сегодня улицу Гвардейскую, проспект Победы, Мусина, Подлужную и многие другие. Машины буквально плавали по дорогам. Одновременно с этим в городе наблюдались перебои в работе 10 светофоров. На перекрестке улиц Мусина-Ямашева из-за неработающего светофора образовалась большая пробка. Ко всему нужно относиться положительно, несмотря на то, что большие лужи, затруднено движение. Попали под дождь очень сильно. Посмотрели погоду, нормально, дождя нет, вышли все промокшие. Вода разливалась не только по улицам и дорогам города. Автобусы и паркинги тоже оказались под властью стихии. Непогода оставила свой след по всему Татарстану. Сильнейший ветер, порывы которого достигали 17 метров в секунду, повредил кровли 6 домов и надворных построек в селе Шали Пестричинского района. В Казани и других районах республики зарегистрировано падение 6 деревьев. Сохраняется неустойчивая погода, временами с дождем, грозами, локально возможен град и кратковременное усиление ветра при грозах. Температурный фон завтра и еще двое суток от 20 до 26 градусов. Коммунальные службы города к середине дня перешли в режим ускоренной работы, устраняя последствия стихии, очищая ливневки и восстанавливая режим работы светофоров. Впрочем, пока Гидромедцентр республики объявил штормовое предупреждение на завтра, в республике вновь ожидаются дожди и сильный ветер. Виктория Делис, Данил Филатов, ТНВ, Казань.
У татар, говорят, дождь во время Сабантуя – это к урожаю. Сегодня национальный праздник масштабно отметили в 5000 километров от Татарстана. Федеральный Сабантуй впервые приняла Республика Саха-Якутия. Как шутили жители региона, сегодня вечная мерзлота начала таять от горячих татарских сердец и теплых эмоций. В Якутск прибыли представители татарских организаций из 29 регионов страны. Это был больше, чем Сабантуй. Гости на одной площадке смогли увидеть традиции и обычаи двух народов. В празднике приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Самые яркие моменты в репортаже Алии Харудиновой. У самого входа на Майдан гостей встречают в лучших традициях народов России. Чак-чак, хлеб да соль. И раз уж в Якутии, обязательно напиток народов Саха – кумыс. Здесь же проводят местный обряд – алкыс. Просят у природы хорошего урожая, мира и благополучия. Рустам Минниханов и Айсен Николаев отправляются в татарское подворье. Большая деревянная экспозиция – подарок от Нижнекамского района. В этом году Сабантуй посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы. В театрализованном представлении традиция встречи сына и внука из армии. Рустам Минниханов лично знакомит главу Республики Саха-Якутия Айсена Николаева с татарскими обычаями. Пробуют чак-чак. Здесь раис поведал ему рецепт главного татарского лакомства. Тесто сначала варят, а потом медом обволакивают. Потом чай и оладьи прямо из печи. Секрет такого нет уж, наверное, надо просто готовить с душой блины. И при готовке надо, наверное, на дрожжах, чтобы она отстояла. А гости очень довольны, очень хвалят наш татарский национальный блюдо куймак. Мы щипаем перышки и изготавливаем перья, вот, чтобы намазать пончики, блинчики. Вот у нас сегодня девушки как раз вот на печке пекут блины. И вот им тоже мы сделали такие же вот перышки. К нам заглянул раис нашей республики. Он сказал: молодцы, девушки, что сохраняете традиции своего народа. И раньше была такая традиция – провожать в армию и встречать. Мы, вот молодые девчонки, вышивали платки такие маленькие, именно вот для солдат. И дарили. Каждая девчонка из села, и они завязывали все вот это. Оно как бы длинный шар становился вот так вот. И они уезжали вот так на машине, махали с этими платками. В это время гости собираются на центральном Майдане. Федеральный Сабантуй открылся театрализованным представлением «Созвездие талантов на земле Аланхо». Здесь сотни артистов Татарстана и Якутии показывают, каким трудом сельчане выращивают хлеб. Все пронизано темой патриотизма в годы войны. Татарский Сабантуй во многом схож с Иссыхом. Здесь тоже проверяли готовность почвы к севу, молились об урожае. Сегодня на Майдане представители татарских общественных организаций из 29 регионов. В самой Якутии работает Татарский культурный центр. Есть Казанский сквер, установлен бюст Мусы Джалиля. Рустам Минниханов отметил символично, что федеральный Сабантуй проходит на земле наших братьев, добрых тюркских друзей из республики Саха-Якутия. Вы живете здесь, мы живем рядом с Волгой, но если мы посмотрим нашу историю, если мы пообщаемся, у нас очень много общего. И, конечно же, я искренне приветствую татар, которые здесь проживают, являются активными членами вот этой прекрасной республики. Айсен Николаев вспомнил встречу с раисом Татарстана в 2022 году, когда прозвучала идея о проведении федерального Сабантуя в Якутии. Рустам Нургалевич поддержал эту идею. И вот в этом году юбилейный 25-й Сабантуй проходит у нас в Якутии. Для нас это большая честь и большая ответственность. Между нашими народами существует близкая, многовековая, можно даже сказать, тысячелетняя связь. В республике Саха татары проживают как минимум с XII века. Руководители двух регионов подчеркнули, между народами Якутии и Татарстана существует многовековая связь, основанная на общих языках, культурах и историческом наследии. Как подтверждение, национальные состязания, большое внимание к атрибутам: коромысла деревянные, горшки глиняные, мешки туго набитые соломой. А тот, кто разбивал горшок, считалось, что изгоняет злых духов.
в горшок. Это как символ Нового года и богатого урожая, поэтому все очень и очень старались. Сейчас я попробовала истинный чак-чак, который очень вкусный. Очень хорошо, что вы в таком количестве приехали и познакомили нас со своей культурой. Я прилетела вчера из Москвы, чтобы побывать здесь, на малой родине, в Якутске. Я сама татарка, и приехала и попала на Сабантуй. Для меня это просто, в общем, замечательные такие чувства. Мне понравилось представление, очень-очень. Татары очень симпатичные, хороший народ. Все угощения тоже хорошие. За подарок от Раиса автомобиль боролись как спортсмены из Татарстана, так и из Якутии. Про Кряж тут знают, есть своя команда. Я очень горд, что наша борьба так развивается. Ну, сколько тысяч километров мы приехали сюда и показываем свою борьбу. Мы очень гордимся этим. Всем огромное спасибо. Нашему Раису самое главное, что он поддерживает нас. Если честно, непривычно хватать за пояс. Ну, чуть-чуть похоже на дзюдо, но отличается. Броски, наверное, больше греко-римская борьба подойдет, чем вольная. Нужны сильные руки, сильная спина, чистый разум и дух. Сегодня в Якутии проживают чуть более 8 тысяч татар. Есть районы их компактного проживания. В этом году федеральный Сабантуй отметил юбилей 25-летия. Следующий пройдет в Омской области. Руководству региона передали символ Сабантуя – тулпар, крылатого коня из татарской мифологии, символизирующий вдохновение, трудолюбие, стремление вперед. Алия Хайрудинова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Якутск. Жителям республики сегодня объяснили, с чем было связано снижение скорости мобильного интернета. Как проинформировала пресс-служба Казанского Кремля, от татарстанцев поступают обращения о перебоях. Власти отметили, цитата, «неудобства, связанные со снижением скорости интернета, временные. Данные ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время сигнала «беспилотная опасность». Все службы находятся в постоянной готовности. Сегодня режим действовал с 3 до 7 часов утра. Сегодня стало известно о переносе одного рейса из Мекки в Казань. Этим самолетом должны были прилететь 49 татарстанских паломников. Их вернули в гостиницы и предоставили питание. Сейчас будут ждать новую информацию от авиакомпании, сообщает Духовное управление мусульман республики. Остальные жители Татарстана, совершившие обряды хаджа, начали возвращаться в Казань в четверг. Накануне прибыла самая большая группа из 150 верующих. Их встретили родные и близкие в аэропорту имени Тукая. Несмотря на обострение обстановки между Израилем и Ираном, рейс был выполнен по расписанию. Напомним, из Татарстана в этом году в хадж отправились 1800 человек. Последнюю группу в Казани ждут 21 июня. В Нижнекамске на этой неделе простились с ветераном Великой Отечественной войны Гаязом Мингазовым. Он скончался на 102-м году жизни. Гаяз Мингазович воевал на Курской дуге, награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны второй степени, медалями за отвагу, за боевые заслуги, за победу над Германией, а также знаком «Отличник просвещения». После войны Гаяз Мингазов работал учителем истории, преподавал военное дело, был директором вечерней школы молодежи. С 1982 года он с семьей жил в Нижнекамске. До выхода на пенсию работал слесарем-ремонтником на заводе грузовых шин. В бодром расположении духа ветеран встречал 80-летие Великой Победы. На недостроенном пляже в Елабуге на Каме утонул 18-летний парень. Вместе с друзьями он доплыл до буйков. Когда молодой человек развернулся к берегу, ему стало плохо. Друзья поспешили к нему на помощь, но не успели. Им не хватило буквально 3 метров. На глазах приятелей парень скрылся под водой. В этом месте на берегу размещены не менее 10 аншлагов. Купание запрещено, но это не остановило молодых людей. Тело погибшего нашли в 25 метрах от берега на глубине 2,5 метра, сообщили в МЧС по Татарстану. Пенсионерка погибла на пожаре в деревне Вожи в Тетюшском районе. Там загорелся одноэтажный бревенчатый дом. После этого пламя перекинулось на гараж. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. При тушении спасатели нашли тело 74-летней женщины. Причины трагедии выясняют, сообщили в МЧС. Кроме того, сегодня днем загорелась крыша магазина «Верный» в поселке Киндири в Казани. Огонь распространился на площади в 70 квадратов. Информация о пострадавших в МЧС не поступала, сообщили в региональном ведомстве.
Сегодня Сабантуй отпраздновали набережные Челны. Он развернулся в парке Прибрежный. Полумиллионный город отметил заслуги аграриев, которые обеспечивают жителей всем необходимым, а сельчане показали исконные татарские традиции. Поздравить челнинцев приехал глава правительства республики Алексей Песошин. На ковер сегодня вышли сильнейшие батыры Татарстана. На кону главный приз – автомобиль. Репортаж Луизы Сафуановой. Сегодня набережные Челны словно живая татарская деревня. Здесь не просто декорации, а настоящее подворье. Деревянные дома, амбар, печка, где жарят блины, в загоне коровы и бараны. Каждая деталь словно в деревне у бабушки. Здесь можно не только увидеть, но и почувствовать, как жили наши предки. Чувствую, как будто я в деревне. Детство вспомнил, особенно вот когда борьбу показывали. Интересно, когда эти два мальчика борются. В гости в Челны сегодня приехал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Его по подворьям сопровождал мэр Наиль Магдеев. Высокие гости посетили татарскую деревеньку. Здесь их попросили наколоть дрова. Особым моментом стало знакомство гостей с гончарным делом, традиционным булгарским ремеслом. Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин оставил подпись на только что изготовленном чайничке. А что, похоже? Ну вот такой красивенький, да, получился? Сабантуй – это не только про спорт и культуру, но и про вкус. Праздник на свежем воздухе всегда с угощением чак-чак, кыстыбы и ишпышмак. Неотъемлемая часть Сабантуй. Здесь даже еда напоминает корни в простом, в домашнем. Оладьи в деревенской печи приготовили Алексей Песошин и Наиль Магдеев. Сабантуй стал площадкой, где соединились культуры более 80 народов, проживающих в Автограде. Праздничный Майдан открылся театрализованной постановкой «Сабантуй. Наследие народа». На сцене все, чем богата республика. Сердечно поздравляю всех вас со всенародно любимым праздником Сабантуй. Пусть этот летний праздник принесет всем вам вдохновляющие встречи, придаст новые силы для дальнейшего созидательного труда. Премьер Алексей Песошин поздравил челнинцев от имени Раисы Республики. Уважаемые татарстанцы, дорогие друзья, от всего сердца поздравляю с татарским народным праздником Сабантуй. И празднуя Сабантуй, мы прежде всего выражаем большое уважение к земледельцам и труженикам села, усилием которых обеспечивается продовольственное благополучие республики и страны. Традиционно на Сабантуй чествуют сельчан. Именно они обеспечивают продовольствием полумиллионный город. А вот здесь настоящий деревенский Сабантуй. Смельчаки пробуют забраться на столб, пройтись по качающейся перекладине. А на бревне настоящая борьба мешками. Кто дольше удержится, тот и победил. Здесь каждый может стать участником, а не просто зрителем. Чемпион мира, заслуженный мастер спорта Геразидин Бранис. Самый напряженный момент праздника – национальная борьба крэш. На ковер вышли более 200 борцов со всего Татарстана. Главный приз – автомобиль и баран. Сабантуй в набережных Челнах завершится под залпы фейерверков. Хедлайнером праздника станет популярный татарский артист Фирдус Тимаев. А уже через неделю Сабантуй примет столица республики – Казань. Луиза Сафуанова, Андрей Макаров, ТНВ, набережные Челны. В Буинском районе увековечат память известного земляка, художника Бакиур Манче, чье творчество известно далеко за пределами Татарстана. В Центральном парке города появится бронзовый памятник живописцу, установленный на гранитном пьедестале. Его создадут московские скульпторы. Территорию благоустроят, выложат брусчатку. Все работы планируют завершить уже в июле. Бакиур Манче был выдающимся художником, который заложил основы татарской живописи. И мы гордимся тем, что он выходит из Буинского района, из села Черкигришино. В селе Верхний Багряж Заинского района идет масштабное восстановление церкви Живоначальной Троицы. Храм признан памятником древнего зодчества, поэтому его реставрация на контроле государства. Работы идут в рамках федерального проекта «Сохраним вместе». Как преображается православная святыня, увидела Светлана Звонарева.
После долгого забвения церковь Живоначальной Троицы в селе Верхний Багряж обретает вторую жизнь. Несколько лет здесь идут масштабные реставрационные работы, разделенные на два этапа. Сначала укрепили фундамент, максимально сохранили исторический бутовый камень, а уже потом разобрали все сохранившиеся бревна. Они были пронумерованы, были сделаны необходимые чертежи, после чего здание было разобрано и перевезено на специализированную базу, где каждое бревнышко было изучено на предмет его целостности и сохранности. При реставрации используют старинные технологии. В ближайшее время нужно провести обшивку, установить окна, воссоздать исторические решетки. При разборе здания было очень много уцелевших решеток, которые удалось сохранить и отреставрировать. Те, которые были утрачены, они были восстановлены по историческим образцам. Это старый, так скажем, монастырь, как ее называют кузнецы. Это решетки, выполненные определенным образом. Выполнены они не на станках, да, с помощью кузнечных молотов, но все это делалось вручную. 9 июня, в День Святого Духа, в старинном храме провели освящение колоколов и водрузили крест. И Святаго Духа. Аминь. Церковь Живоначальной Троицы была построена 136 лет назад. За это время она пережила пожар, выстояла во времена советской власти. Именно тогда, в грозных 30-х, и снесли крест. В Верхнем Багряже, в церкви, уже в новом церкви появляются именно эти кресты. Я надеюсь, что он не будет пустым, он будет наполнен молитвой, так как в этом храме молились наши предки, молились те, кто когда-то строил его. На сегодня в Заинском районе действует 11 православных приходов, а в 7 церквях идут ремонтные и реставрационные работы. Светлана Звонарева, Эльмира Шабрина, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, ТНВ, Заинский район. До 15 июня все желающие могут подать заявку на участие в конкурсе «Курше-фест». Старт новому проекту по организации дворовых событий еще в начале мая дал Рустам Миниханов. Конкурс нацелен на укрепление традиций добрососедства среди жителей республики. Беспрецедентная в масштабах страны инициатива стала продолжением программы «Наш двор». Между победителями разделят 20 миллионов рублей. Каждый двор может получить до 500 тысяч. До конца сентября им предстоит воплотить идеи в жизнь на грант от Раиса. И все они могут стать участниками проекта «Лето в Татарстане». Одноименный сайт уже работает, вся информация и афиши размещены. Дизайнер Анна Михайлова провела мастер-класс в Казани. Здесь модницы города узнали об истории и традициях ношения вечерних шляпок и примерили привезенную коллекцию. Творения Анны блистали на самых престижных подиумах планеты. Какие секреты элегантности она раскрыла в Казани, узнала Виктория Делис. 26 лет назад открыл свой первый салон. Анна Михайлова создает головные уборы уже 15 лет. Уроженка Петербурга свою карьеру начинала парикмахером. В 2002 году стала рекордсменом книги Гиннесса как самый быстрый мастер причесок. За 12 часов стилист обслужила 325 человек, а главным инструментом стали ногти. Больше 20 лет с длинными ногтями. Они выросли назло мужу тогдашнему. Он говорил: Масечка, обрежь. Я говорю: не обрежу, обрежь, не обрежу. Я начала звездить в то время, как раз выступать со стилистическими шоу, и ногти постепенно росли и стали визитной карточкой. И у меня поменялись сигналы, которые дает мозг рукам, то есть я могу предмет взять ногтями, могу взять пальчиками. Старенькая такая, обтрепанная, я ее специально не реставрирую, чтобы было видно, что ей 15 лет. Вот это первая шляпка, то, с чего все началось. В профессиональных кругах ее называют русским Филиппом Трейси. Такие же необычные и яркие она и ее работы. Дизайнер привезла в Казань около 100 фантазийных авторских шляпок из своей коллекции. Каждая создана в единственном экземпляре. Творение Анны Михайловой можно увидеть на скачках, светских раутах и свадьбах по всему миру. Для их создания она использует различные материалы. Это солома, кружево, ткани, перья и даже металл. В мой сегодняшний образ отлично подошел ободок из новой коллекции Анны Михайловой. У всех гостей есть возможность не только послушать лекцию, рассмотреть невероятную коллекцию, но и примерить подходящую шляпку на себя. Шляпы – это такой атрибут, который делает женщину, девушку, настоящей леди или настоящей женщиной. Да? Я всегда говорю, я бы не стал дизайнером одежды,
если бы меня не вдохновляли именно подобные образы. На лекции о секретах превосходства Анна познакомила казанских модниц с ее книгой «Поворот на 365». Она посвящена творчеству и личной трансформации автора. В книге собрано большое фотопортфолио работ дизайнера с мировым именем. На мастер-классе участницы смогли подобрать свой идеальный фасон шляпки и сфотографироваться в модных аксессуарах. Мне бы хотелось просто поделиться своими источниками вдохновения, потому что книга именно на это направлена. Многие окружающие меня женщины сейчас именно пытаются найти вдохновение, как бы чуть-чуть изменить свою жизнь, улучшить себя, начать мечтать, понять, где вот та точка превосходства, с которой она может оттолкнуться и вырасти. Сейчас шляпки от кутюрье продаются в престижных бутиках Москвы, Санкт-Петербурга и Европы. Виктория Делис, Игорь Романов, ТНВ, Казань. 15 июня завершается набор в волонтерский проект «Хранители голубых озер». Участие может принять любой желающий от 18 до 75 лет. Их будут обучать по специальной программе. Предстоит 2 этапа – от наблюдателя до гида-заказника. После они станут официальными экскурсоводами и будут участвовать в экологических акциях, следить за состоянием окружающей среды. Чтобы присоединиться к проекту, нужно отправить анкету, подробности на портале мэрии Казани. В Елабужском национальном парке Нижняя Кама в объекте фотоловушки попал редкий для этих мест бурый медведь. По словам специалистов, это первый официально подтвержденный видеоматериалами факт присутствия хищника в парке. Косолапому около 4 лет. В июне-июле бурые медведи свободно обходятся растительным кормом. Однако сотрудники национального парка рекомендуют любителям лесных прогулок быть предельно осторожными и, по возможности, ограничить посещение леса, чтобы избежать встречи с хищником. Если вам есть что сообщить журналистам ТНВ, напишите на наш редакционный номер. Сюда можно прикрепить фото, отправить видео о тех событиях, свидетелями которых вы стали. Также можно сообщить о проблемах. Номер работает круглосуточно. Возможно, именно ваше сообщение станет поводом для нового репортажа. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте электронной газеты «Реальное время». Заходите в наши группы ВКонтакте, подписывайтесь на телеканал ТНВ и ТНВ Татар. Здесь вы найдете еще больше информации и сможете посмотреть наши репортажи. Сейчас прогноз погоды с Амирханом Калимуллиным. До встречи. Здравствуйте! В студии Амирхан Калимуллин. Через Татарстан в предстоящие сутки будет проходить атмосферный фронт. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Кукмаре, Зеленодольске и Балтасях будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки. Температура днем 24, ночью 13-15 градусов тепла. В Тетюшах, Камском устье и Дрожжаном переменная облачность, дожди. Температура днем плюс 23-24, ночью от плюс 13 до плюс 16. В Новошишминске, Нурлате и Аксубаево будет пасмурно. Местами ожидаются осадки в виде дождя. Температура днем плюс 25-26, ночью от 14 до 16 тепла. В Нижнекамске, Актаныше и Сарманово облачно, осадки повсеместно. Температура днем 23-25, ночью 14-16 градусов тепла. В Бавлах, Азнакаево и Лениногорске прогнозируется облачность и осадки. Температура днем 23-25, ночью 14-16 градусов тепла. В туристических городах республики тоже неустойчивая погода. В Свияжске днем 24, ночью 15 градусов тепла. Ожидается переменная облачность с осадками. В Болгарах переменная облачность, дождей не обещают. Температура днем плюс 24, ночью плюс 16. В Елабуге облачно, дождь. Днем 25, ночью 15 градусов тепла. В Казани переменная облачность, осадки. Температура днем плюс 24, ночью плюс 16. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба. Ветер южный, около 4 метров в секунду. Влажность 49%. Магнитное поле Земли слабо возмущенное. Это все о погоде. Приятного завершения длинных выходных. Хорошего настроения и побольше улыбок.